В Ашхабаде с 10 по 12 октября проходит международная выставка «Здравоохранение, образование и спорт. В эру возрождения новой эпохи могущественного государства». Подобные выставки – отличная платформа для обмена опытом между специалистами, высшими учебными заведениями и производителями. Участники обсуждают новые формы сотрудничества, внедрение инноваций и подготовку специалистов для научной, медицинской и спортивной сфер. Среди участников также инженерно-технологический университет имени Огусхана. ВУЗ готовит специалистов, которые создают инновации для будущего. Студенты университета активно участвуют в передовых исследованиях в области химии, биологии, физики, компьютерных технологий и инженерных процессов. Их цель – использовать эти знания для улучшения жизни людей и обеспечения устойчивого развития Туркменистана. На подготовленном факультетом биотехнологии и экологии стенде представлены результаты исследований, основанных на богатом природном разнообразии Туркменистана. Молодые ученые используют такие лекарственные растения, как гранат, полынь, ромашка и тысячелистник, и многие другие дары туркменской природы, известные своими мощными свойствами, которые поддерживают здоровье и укрепляют иммунитет. Экспозиция стенда вызвала большой интерес у посетителей смотра. Вместо использования синтетических сурфактантов мы сейчас базируемся на том, чтобы заменить их. Основным направлением нашей лаборатории, которая относится к факультету биотехнологии и экологии Инженерно-технологического университета имени Огусхана, является изготовление наноэмульсий и биологически активных добавок из лекарственных растений Туркменистана. Что такое наноэмульсия? Например, вода и масло, они не могут образовывать однородную смесь вместе. Но благодаря добавлению специального вещества, такие как сурфактанты, мы можем создать однородную смесь, которая используется как медицинский препарат, или мы можем использовать это в пищевой биотехнологии, также в косметике и в создании парфюмерии. Например, эта наноэмульсия сделана из естественного натурального сурфактанта, который называется глицеридин. Мы работаем над тем, чтобы заменять синтетические сурфактанты на натуральные природные сурфактанты. Наноэмульсия содержит в себе водную фазу и масляную фазу. Таким образом, вместо добавления синтетических сурфактантов в качестве водной фазы сурфактанта мы используем экстракт сладкого корня. Также наша лаборатория активно представляет продукцию фитокафель, который сделан из натуральных экстрактов лекарственных растений. Наша лаборатория также занимается активной пищевой биотехнологией, над ее развитием. Таким образом, я могу представить вам заменитель кофе, который изготовлен из шиповника. Он не содержит в себе кофеина, но работает так же, как и кофе, активно способствует приобретению энергии, и таким образом мы можем в течение дня оставаться энергичными. Также наша лаборатория активно занимается изготовлением пребиотиков. Например, это пребиотик, сделанный из сладкого корня. Что такое пребиотики? Это специальные питательные вещества, которые используют наши полезные бактерии в нашем кишечнике. Например, активным компонентом данного пребиотика является глицеридин, который является полисахаридом. Таким образом, он является питанием для полезных бактерий в нашем кишечнике. Наша лаборатория также занимается активно над изготовлением косметологических средств. Например, это масло из семян шиповника. Чем же полезно масло из семян шиповника? Многие девочки и подростки имеют у себя акне. Таким образом, у них остается постакне в виде шрамов. И масло из семян шиповника способствует регенерации кожи, таким образом сглаживанию данных шрамов. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить национального лидера туркменского народа, героя Аркадака и уважаемого президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за предоставление молодому поколению студентов и также подрастающему поколению будущих инженеров-технологов за предоставление возможности развивать наши идеи. Подобные исследования – это реальный вклад в развитие биотехнологий в Туркменистане. Студенты-исследователи уверены, они могут не просто создавать продукты, полезные для здоровья и основанные на природных ресурсах страны, но и закладывать основу для устойчивых и экологически чистых технологий. Это долгосрочная цель – внедрение инновационных подходов в производство, которые снижают нагрузку на окружающую среду и обеспечивают технологическую независимость государства. Молодые ученые Инженерно-технологического университета имени Огусхана демонстрируют, что сила науки и природный потенциал могут работать вместе, создавая прорывные решения.
Это мероприятие отражает стратегическое стремление Туркменистана к укреплению связей между наукой, образованием и здравоохранением. Вузы здесь выступают ключевым звеном, формируя основу для будущих технологических и социальных достижений. Учебные заведения готовят кадров, способных не только осваивать, но и разрабатывать передовые технологии, обеспечивая тем самым конкурентоспособность страны на международной арене. Представленные здесь проекты – это зримое доказательство того, что инвестиции в молодое поколение ученых являются залогом благополучия и инновационного развития всего общества.